Руслан, в ноябре тебя все поздравляли с юбилеем, 50 лет, много говорили, прости, о возрасте. Вот, что ты Ну и сам снова теперь... об этом говорите, да, спасибо. Что ты сам теперь об этом думаешь? Думаешь ли ты вообще о возрасте? Слушай, ну начнем с того, что думаю, да, и вообще о возрасте не думают только молодые, они думают, что будут жить вечно. Вот, а чем ты старше, тем ты чаще думаешь и о возрасте, Ну и что ты и там о грядущей думаешь? старости, извини, чаще думаешь. И на самом деле, вот если серьезно, вот в последнее время я за собой замечаю, что когда я кого-то из пожилых поздравляю с какой-то датой, я им желаю как можно дольше оставаться в ясном уме и здравой памяти. Вот мы желаем долгих лет жизни, да, но ведь главное что? Чтобы эти долгие годы жизни не превратились в мучения и для себя, и для окружающих. Ну, Руслан, и близким ведь сложно. Вроде бы пожилой Сложно. человек, да, совершеннолетний, он обязан сам за себя отвечать. Но ведь не всегда, честно говоря, он адекватно оценивает ситуацию. А долголетие мы всегда и всем желаем, и хотим долго жить. Слушай, Алсу, вот в нашем обществе есть такие темы, они не то чтобы запретные, но о них не любят говорить. Да? Это вот касается слабых и беспомощных категорий населения. Это сироты, это инвалиды и это старики. И вот легко ли быть пожилым у нас? Да? Вот давай сегодня об этом поговорим. Давай поговорим, потому что мы об этом Еще еще не не говорили. говорили. Легко ли быть пожилым человеком в России и в республике? Выходя на пенсию, многие люди считают, что они никому не нужны. У меня никого не осталось близких уже, моего окружения. Вам это не понять. Внуки должны заботиться о своих стариках. А я никуда не пойду. Мне некуда идти. Как им помочь в данном случае старшему поколению? Ничего для нас без нас. Заботиться о пожилых, уважать возраст – эти прописные истины мы слышим с детства. Но насколько следуем им в реальной жизни – вопрос другой. Совсем недавно всю Башкирию шокировали видеокадры из частного пансионата «Моя семья». Голые старики на деревянных кроватях без матрасов, сбегающие через окно пенсионеры, смерти постояльцев. Что за ужас вообще там происходит и кто воспитывал работников этой частной богадельни? Скандал заставил всех задуматься, что делать, чтобы такое не повторялось. Пока сотрудники Следственного комитета Башкирии оценивают законность действий владельцев и работников подозрительного пансионата, депутаты Курултая уже выступили с инициативой и предложили Госдуме ввести лицензирование деятельности таких организаций. Что сейчас происходит в доме в поселке 8 марта, откуда буквально эвакуировали стариков? Где они сейчас, эти старики, находятся и как себя чувствуют, посмотрим, обсудим. Вот это неприметное здание в поселке Марта, пансионат «Моя семья». Сейчас учреждение закрыто по решению суда. Как, впрочем, еще один дом для стариков, который находится в поселке Зубово. А все потому, что здесь якобы плохо обращались с его постояльцами. Так что же на самом деле происходило за закрытыми дверьми? Издевательства, избиения или все это происки конкурентов? Нам удалось попасть внутрь пансионата и восстановить хронологию событий. Не палата, а камера пыток. Пожилые люди лежат голые, по двое на одной кровати. Даже матрасы, по всей видимости, полагались далеко не всем. Не очень понятно, как старики, многие из которых даже перемещаться сами не могут, спали на таких кроватях с проломленными рейками. Ну, честно, это ужас. Я не выдержала, ушла оттуда на второй день. Засняла я это видео быстренько, и пока никто не видит. Там от 700 до 1000 в сутки. Дело даже не в деньгах, дело в том, что они делают там. Я вообще не понимаю, как можно на пожилого человека не то что поднять руку, вообще накричать. Я вот этого вообще не понимаю. Все это происки конкурентов, уверен директор пансионата Александр Васильев. Якобы это они подослали девушку, которая только и ждала удобного момента, чтобы сделать снимки. Мое мнение, что это кто-то из конкурентов. И что девочка, которая к нам устроилась на 2 дня, которую я подозреваю, она даже 1,5 дня проработала. Она сфотографировала специально в тот момент, который она может представить под другим соусом. Эти ужасные кадры тоже с пансионата «Моя семья». Пожилой мужчина спускается со 2-го этажа, но срывается и падает. Родственникам погибшего, которые жили в другом регионе, ничего не остается, как только приехать в морг за телом. Сказал,
После проверки на директора возбудили уголовные дела. Пансионат «Моя семья» в поселке 8 марта закрыли. Такая же участь ждала и дом для стариков в поселке Зубово, этого же владельца. Исполнить решение суда. Сюда прибыли сотрудники правоохранительных органов. В отношении директора в связи с невыполнением исполнения решений суда на данный момент рассматривается вопрос о возбуждении административного, а при наличии признаков злостности и уголовного дела. Что касается постояльцев, а их более 30 человек, то многих забрали родственники. А тех, у кого родные живут в отдаленных районах и даже за рубежом, разместили в государственных пансионатах. Для некоторых постояльцев такой поворот событий оказался явно неожиданным. Бабуль, а куда вы сейчас пойдете? А я никуда не пойду. Мне некуда идти. А у вас родственники в курсе, что пансионат закрывается? Нет. Откуда они в курсе? Я же не знала. А что делать будете? Что делать буду? Не знаю, что буду делать. На улицу пойду. Частные пансионаты нужно лицензировать. С таким предложением выступили в Госсобрании Республики. По мнению парламентариев, в законодательстве отсутствует понятие «частный дом престарелых». Поэтому эта деятельность ничем не регулируется и не регламентируется. Мы поддержали инициативу наших депутатов Госсобрания, а также депутаты Государственной Думы, которые вышли с инициативой о лицензировании данных интернатов. Вместе с тем мы разделяем опасения тех участников профессиональных ассоциаций в сфере ухода, которые считают, что лицензирование способно загнать часть рынка в более темное подполье. Пока программа готовилась к выходу в эфир, произошла ужасная трагедия. В Абзелиловском районе ночью 15 декабря сгорел частный одноэтажный дом «Милосердия». При пожаре погибло 11 пожилых постояльцев, часть которых не могли самостоятельно двигаться. 3 стариков удалось спасти. Возбуждено уголовное дело. И как это у нас часто бывает, сразу после случившегося все контролирующие структуры рьяно взялись за проверку. Организация, владеющая домом, не имела права содержать в нем стариков, и в сгоревшем доме не было даже средств пожаротушения. Причины трагедии выясняют и виновных обязательно найдут. Но жизни людей уже не вернуть. То, что нужно заботиться о старшем поколении, говорят часто. Вот и сейчас введен особый режим для возраста 65+, чтобы лишний раз уберечь пенсионеров от встречи с коронавирусом. Повысить качество жизни пожилых призван и республиканский проект «Башкирское долголетие». Указ о его старте в День пожилых людей 1 октября подписал Ради Хабиров. Может ли старость быть счастливой, или это всегда не в радость? Кто должен заботиться о слабых и немощных пожилых, если дети отвернулись? Насколько эффективно выстроена работа социальной поддержки в республике и в чем рецепт активного долголетия? Эти и другие важнейшие социальные вопросы обсуждаем сегодня в студии программы «Честно говоря» с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, давайте их представлю. Зульфира Маскулова, директор Республиканского центра социального обслуживания населения Министерства семьи, труда и социальной защиты. Сергей Алексеевич Ширинкин, член Общественной палаты республики и подвижник активного долголетия. И Ольга Римаренко, директор благотворительного фонда «Дорогие мои старики», волонтер со стажем. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Сергей Алексеевич, легко ли быть, скажем так, пожилым человеком в России и в республике? Ну, мне уже немало лет, но я таковым себя не считаю, во-первых. А что касается людей, которые достаточно прожили, конечно, все зависит от обстановки. Вот то, что сейчас показали, это ужасно. Я вообще не представляю, как это жить без поддержки близких. Но, к сожалению, такие ситуации бывают. Поэтому мое мнение, что в идеале пожилой человек должен жить в своей семье. А если уже ситуация складывается так, что ему нужно где-то жить, тогда должно государство четко контролировать деятельность этих учреждений. Я поддерживаю абсолютно решение о лицензировании. И кроме того, как общественник, я считаю, что и общественные организации, различные фонды благотворительные должны внимательно относиться к этим заведениям, особенно частным, чтобы не допускались подобных ситуаций. Сергей Алексеевич, понятно, что были допущены нарушения, да, при ведении деятельности этого пансионата. Но как вы считаете, тут такой моральный, очень щекотливый вопрос. Есть ли вопросы к детям, к близким этих стариков несчастных, которые оказались вот в таких условиях, в таких пансионатах? Ну, конечно, по молодости я бы сказал, как это можно бросить своих близких? Ситуации разные людей бывают, разные. Поэтому можно принять некоторые ситуации, когда люди отправляют своих стариков в такие заведения. Хотя я бы не хотел, чтобы меня туда отправили мои дети, и надеюсь, что никогда это не будет. И считаю, что
Какие бы ситуации ни были, дети, внуки должны заботиться о своих стариках. В идеале. Это моя позиция. В идеале. Да. Зульфира Радиковна, а как подготовиться пожилому человеку или вообще любому молодому человеку к тому, к старости, вот чтобы такого не случилось? Вот правильно говорит Сергей Алексеевич, я бы не хотел, да никто бы не хотел отправиться в пансионат для пожилых. Ну а как сделать так, чтобы тебя потом не отправили туда? Ну, наверное, в первую очередь следить за своим здоровьем. Но не все мы, наверное, властны над Господом Не от Богом. нас всё зависит. Не от нас все зависит, да. Но в любом случае, если все-таки пришлось бы устроиться в дом-интернат, в первую очередь я посоветовала бы родственникам осуществить мониторинг тех учреждений, которые предоставляют данные услуги. Посмотреть, познакомиться, какие у них есть лицензии. Понятно, что если человек дементный, а еще хуже, если имеющий заболевание психическое, то обязательно должно быть медицинское сопровождение. Несмотря на то, что наши учреждения, они все социального обслуживания, у всех есть медицинские лицензии, все имеют фармацевтические лицензии. И Мы говорим о госучреждениях. Да, Да? о госучреждениях. Мы говорим о госучреждениях на сегодняшний день. Зульфира, если мы, родственники, доверяем здоровье и, что там говорить, жизнь близкого человека какому-то учреждению, пусть это пансионат, неважно, как он называется, да, мы должны понимать, что за ним должен осуществляться жесточайший контроль. Оказалось, что этого нет. Да. Оказалось, что этого нет. Совершенно согласна с вами. И вот эта красивая картинка, которая, в общем, существует у них на их сайтах. Реклама. Реклама. Это просто реклама, которая за собой, в общем-то, ничего не содержит. Вот как вы считаете, да, как вы считаете, вот на Западе это очень распространенное явление, отдавать родителей в дома престарелых. Это не считается чем-то таким аморальным. Вот у нас все-таки другой менталитет, да, в России, в республике. Вот моральная сторона вопроса, вот ваша позиция, ваше мнение по этому поводу. Это зависит от тех условий, в которых они находятся. То есть проживают, в каких условиях они проживают. Может быть, не хватает метража. Большая семья, есть маленькие дети. То есть вот со стороны кажется, да, вот пожилой человек... Вот я все отдам, я буду за ним смотреть. Но никто не знает, как его здоровье будет развиваться далее. Если деменция, а если газ откроют, а ты на работе, а у тебя дома дети. А если психическое заболевание, это вообще страшно. Вот как раз хотелось бы у общественников спросить, Ольга, а вам немного, наверное, проще попадать, чем, допустим, контролером, допустим, в такие пансионаты. Вы как общественник, как волонтер, насколько часто общаетесь с домами престарелых, помогаете им? И насколько вот та картинка, которую мы видим из поселка 8 марта, она соответствует действительности во всех ли пансионатах, так или по-другому? Вот расскажите немного об этом. Давайте начнем с того, что в государственные интернаты, психоневрологические интернаты, дома престарелых, как мы им называем, попасть нам легче. Но частные дома, они закрыли перед нами двери. У нас, перед волонтерами? Да, перед волонтерами. Но вот у нас был такой опыт. Это было, наверное, года 4 назад. Мы попробовали попасть с концертом полностью. Почему частные пансионаты закрылись? Потому что, видно, есть что скрывать. Ольга, спасибо. Скажите, вот вы берете шефство над теми пожилыми людьми, которые по каким-то причинам не могут рассчитывать на помощь государственных социальных служб, да? Вот мы сняли эти истории, и давайте их послушаем. Сегодня 4 декабря. Время 1 час ночи. Эти кадры с пожилым человеком, спящим на коврике, сняли соседи. 65-летнего Леонида Федорова они знают как тихого жильца, но вот крики его жены и внучки слышит весь дом. Вы сколько в подъезде уже находитесь? Да уже с вечера. С вечера вы ночевали в подъезде? Да, ночевала в подъезде. Волонтеры фонда «Дорогие мои старики», изучив семейную ситуацию, предложили Леониду переехать в дом престарелых. На время, пока ему помогают пройти необходимую медкомиссию, собрать пакет документов, сняли квартиру, привели его в порядок. Почему вас домой-то не пускали? Вы же там пускали, все. Бомжи не нужны никому не нужны они.
Одних такая зараза одна идет, от бомжей. Вот чем они мотивированы. Это родственники ваши? Да. В этот дом в садовом товариществе в Уфимском районе Ольга Римаренко приезжает каждые 2 недели проведать подопечную благотворительного фонда помощи старикам. Вере Александровне Леськиной 86 лет. Когда-то занимала руководящую должность. Есть 2 сына, но ни с одним из них она вот уже 2 года не поддерживает связи. Убираться у себя запрещает категорически. Баба Вера подозревает, что ее постоянно обворовывают, о чем она каждый раз сообщает участковому и Ольге. Неряшливость, подозрительность и агрессия – яркие признаки деменции. Знаешь, мне надо, чтобы пришел честный следователь. Я все показала, все рассказала, отдала бы и чеки, и гарантийные там, все, что унесли. А меня не слушают. Считает, что я ненормальный. Соседи привлекали внимание работников соцзащиты, но женщина категорически в агрессивной форме отказалась от их помощи. Прониклась доверием только к Ольге. Фонд «Дорогие мои старики» отремонтировал на пожертвование крышу в доме женщины и снабжает ее едой. Все-таки она вот одушина находится в том, что как-то вот проявляют, что к ней проявляют внимание. Вот. И более-менее полегче ей становится. Человек вот такой вот, не доверяет. Волонтеры фонда считают, что их работа заключается в том, чтобы оперативно решить сложную ситуацию пожилого человека и помочь подключить его к государственной системе соцгарантий. Так случилось и со слепой женщиной, ветераном труда, которую травили уксусом мигранты. Тогда в ее жилье сделали ремонт и систематизировали уход за ней. Умерла она летом по естественным причинам. Ей было 93 года. Давайте, бабушка, уколы все равно надо делать, вы бы умрете на улице. Восстановили документы, оформили пенсию, отправили в дом престарелых Веру Ратушную. О ней стало известно по видеосообщениям в соцсетях жителей Иглино. Женщина несколько дней ночевала на остановке. Расскажите про случай, когда вы нашли женщину на остановке в Иглино. Чем закончилась эта ситуация? Насколько сложно было? Почему вообще эта женщина там оказалась? И где она сейчас? Бабу Веру, Вера Михайловна, это у нас, нашли не мы. В принципе, поступило сообщение также как она там оказалась? От людей. На улице она оказалась по своей воле. То есть несогласие, у нее конфликт с семьей. То есть она сама не замужем, она и не была никогда замужем. Но вот детей у нее нету. И получается, со своими ближайшими родственниками она просто не нашла общий язык. И ушла из дома? Да, она ушла из дома довольно-таки давно, она в 2015 году ушла из дома. И получается так, что да, пока она была здоровая, пока она не болела, она шевелилась, она ухаживала за каким-то там дедушкой, но вот у нее, в принципе, была крыша над головой. Дальнейшая судьба ее? Дальнейшая судьба ее, в принципе, определена уже. Да. Где? Крыша над головой у нее будет? Путевку, в отделение для пожилых людей Бирского психоневрологического интерната. Она там будет, она сейчас там будет жить. Жить, да. Да. Содержаться не очень хорошее слово. Нет, да? Она там будет жить, они там проживают. В общем-то, это их дом. Зульфира, волонтеры – это хорошо. Общественники – это прекрасно. Но все-таки это главная государственная задача, да? Да. Вот основная трудность вот этой работы, вот вы в чем ее видите? Задача и трудность. Задача, наверное, обеспечить наиболее максимально удовлетворительные условия проживания, максимально их ввести, чтобы они более долго были социализированы. Для этого же все делается в домах-интернатах и психоневрологических интернатах. Опять же, вернусь к тому, что положительных моментов у нас очень мало освещается на телевидении. Ольга говорила по поводу того, что выезжают к ним с концертами. Какие концерты они сами устраивают? Вы говорите о тех, кто в пансионатах живет? Которые проживают в пансионатах. Здесь о психологической стороне хотелось бы. Когда человек живет один, наверное, нет вот этого коуча, как сейчас нет модно говорить, который бы ему говорил: давай, занимайся, вот тебе палки для ходьбы. А в пансионатах это есть, это да? То есть есть. им Там реально предлагают возможности и заниматься. Здоровья, и лыжи, и коньки, и снегоступы,
и футбол. Вот, То есть все, вот что в этом и ну, проблема, да? Те пожилые люди, которые содержатся в диспансерах, пансионатах, ими занимаются. Как-то можно понять. Одинокие, никому не нужны, одинокие, вот у сейчас... которых нет детей и близких, которые могут о них заботиться. Как их государство может охватить своей заботой? Вот как раз 1 октября у нас поступил указ главы об активном долголетии. Вот призвано, там задействовано... Расскажите немножко поподробнее задействованы, ну, очень много министерств, ведомств и муниципальная организация. То есть ставится задача общества, сообщества для того, чтобы у наших людей вовлечь их в общество, чтобы они могли заниматься спортом, финансовой грамотностью, компьютерной грамотностью. Спасибо, а мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Слушай, вот мы про этот частный пансионат говорим там вдоль и поперек, да, но на самом деле там вопросы не столько вот к этим беспредельщикам, которые были внутри, да, но и к родным тех пожилых, которые туда их отдали. Ну, естественно. Почему нормально не выбрали себе пансионат, все не проследили? Почему дома за ними я в принципе тебе говорю, как отдать родного человека в дом престарелых. Хотя я понимаю, я давно живу, что ситуации в жизни бывают разные. Но я надеюсь, что они этим не гордятся все. Я считаю, что можно относиться к этому по-разному. Главное, не считать, что это норма. Норма что? Отдать родного человека в дом престарелых? Конечно, это не норма, да? Но... Самое главное сейчас поговорить о том, как туда вообще не попасть. Слушай, шарахните, не дай бог, человека инсульт в 60 лет, да, и все, какой там нафиг активное долголетие? Заранее знать, а усу ничего невозможно, это жизнь. Давай мы по этому поводу поговорим. Смотрите во второй части программы. У меня никого не осталось близких уже, моего окружения. Вам это не понять. Внуки должны заботиться о своих стариках. Бомжи не нужны никому не нужны они. Двигаться, разговаривать, заводить новые знакомства, ну и дальше жить. Активное долголетие. Ключевое слово – это активное. Да будет свет и солнце! В эфире БСТ, программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем, насколько у нас тяжело быть пожилым человеком. Долгожителями в обществе принято гордиться. Активный пожилой человек даже на пенсии найдет себе занятие и может приносить пользу. Для государства и экономики важен критерий продолжительности здоровой жизни населения. Это касается не только физического самочувствия, но и психологического, эмоционального. Проект «Башкирское долголетие», стартовавший 1 октября, включает много пунктов. Посмотрим подробнее в сюжете, обсудим. В этом проекте, в этой программе у нас будут, таким забойным, я считаю, что локомотивом является тема туризма. То есть будет развиваться туризм, в том числе экскурсионный, когда порядка 200 различных маршрутов будут автобусы с логотипом «Башкирское долголетие» возить наших пенсионеров. И мы собираемся запустить мобильное приложение, так и будет называться «Башкирское долголетие». Вообще, кстати, будет большой сайт, портал, можно будет посмотреть, какие льготы тебе конкретно положено, вот тебе лично. Университеты третьего возраста у нас с 2011 года работают везде. Там одна такая вот, особенность грустная, я бы сказала. Когда набираются на английский язык, условно, на основы цветоводства, 20 человек, а на некоторые группы по 12 человек, только тогда это считается уже все. Вот под это можно закупку делать. Потом они объявляют, и выигрывает, например, какая-нибудь контора непонятная. И непонятно, как они обучили. То есть вот эта программа, из-за того, что она работает через 44-й, она, к сожалению, немножко выхолостилась. И сейчас вот в этом как раз указе уже глава республики Ради Фарич нам поручил пересмотреть эту программу, чтобы она превратилась в сертификаты, чтобы люди сами выбирали то место, где бы они хотели обучаться. Допустим, человеку 55, условно говоря, да, это взрослый мужчина, ему 55, и он пока еще, естественно, о старости, не думает, он еще активный. Но здоровье штука такая, она непредсказуемая. Бац, и все, и человек потерял часть своего здоровья. И старость, вот она уже, вот ее видно. Вот как к этому готовиться? Вот вы еще молодой человек, да? Надо ли к этому готовиться?
Ну, я вообще как бы готовлюсь, да. Но... Не то, чтобы откладывать деньги на черный день, Нет, там, нет, платочек. нет, у меня не в этом, да, смысле. А вы как готовитесь? Ну, я уже выбрала себе, что где, чем я заниматься буду, как я буду заниматься. То есть примерно представление Примерно, есть? да, я представляю, чем я хочу. Дело в том, что самое любимое дело, которое... То есть человек, он когда выходит на пенсию, то есть он теряет, ну, не теряет работу, то есть он уходит с работы, и он почему-то думает, что все, он никому не нужен. Ему надо в первую очередь что сделать? Себя занять. Востребованность, да. Занять мы можем чем? Опять же, при центрах социальной защиты практически везде есть кружки, где с ними занимаются. Ну, вот, и главное вовремя информировать население, что вас там ждут. То есть только активности очень нужны. Активность очень нужна. Сергей Алексеевич, вот вопрос к вам. Ну, как раз это, наверное, о проекте «Башкирское долголетие», которое недавно был подписан у нас руководителем республики. Можно я чуть-чуть вернусь к вопросу, конечно, как готовиться, не готовиться? Мне кажется, что человек с детства должен понимать, что когда-то придет старость, а поэтому самое главное идет воспитание в семье, идет уважение к бабушке, дедушке, прадедушке и так далее. Если оно есть, значит, человек уже видит, как относятся в семье к этим, значит, и ко мне также будут относиться, если я буду так воспитывать. Что касается непосредственно подготовки человека, особенно, как вы сказали, 55 лет, конечно, здесь надо... Это условный пример. Да, ну, условно, да. Привлекать внимание к этой проблеме людей, которые еще подходят к этому. И поэтому мне очень приятно, что сейчас, последние годы, в нашей стране и в республике стали активнее заниматься проблемами активного долголетия. И вообще проблемами старшего поколения. Не только больных, кто в разных домах представляет, а здоровых, но в возрасте людей. И очень хорошо, что эта программа принята. Почему хорошо? Зачем Почему? это надо? Потому что, во-первых, это четкий план, что надо делать. Это озадачены государственные структуры. Исполнителями там указаны практически... Какого результата вы от таких программ ждете? Сейчас скажу. Я скажу, что в программе написано, какие результаты. Там есть показатели, сколько должно быть, что. Но это формальные показатели, которые... в общем, если мы говорим, вот в общем, какого результата вы ждете от проекта, программы там «Башкирское долголетие»? Я жду от этого проекта, что людям старшего поколения будет больше возможностей реализовать свои способности, свою активность и, стало быть, дольше прожить активно. Сергей Алексеевич, да. Если у человека, у пожилого человека есть возможность работать, он должен это делать? Значит, я считаю... И для чего? Считаю, я объясню. Сам я уже давно-давно на пенсии, правда не... Будучи пенсионером работаю? Будучи пенсионером работаю по нескольким причинам. Первая причина, я имею в виду большинство людей. Конечно, в нашей жизни большинство людей работает, потому что не хватает денег. Это первая причина, и скрывать ее не надо. Да. Вторая причина, вот Ольга здесь сказала, выходя на пенсию, многие люди считают, что они никому не нужны. Не нужны. Они не нужны люди. А мы должны показать, и вот этот проект реализует. Кстати, наша организация сейчас проводит фестиваль «Нужные люди». Убедить этих людей, что они нужны. То есть понятно, что придумать активность придумали. А где их собирать-то? Как минимум. Вот это главная проблема. А у нас же есть клубы. Вот сейчас Сергей Алексеевич скажет. У нас есть клубы, у нас есть много, как сейчас сказано, сообществ там и так далее. Но проблема важная и важнейшая, скажем так, это декларируется, а этим клубам очень трудно где-то собираться, потому что задекларированные площадки есть не везде, их очень мало. И если позволите, вот несколько слов по поводу этой программы «Башкирское долголетие», потому что это, с одной стороны, очень востребованный документ, очень нужный. С другой стороны, он у общественности возникает по нему несколько вопросов. Так. Первый вопрос, главный. Вы знаете лозунг движения «Активное долголетие» какой? Кто-то слышал? «Ничего для нас без нас». Если будет формализм, казенщина в реализации этой программы, она останется на бумаге. Деньги, конечно, уйдут.
а результата не будет. А там финансирование предусмотрено? Да. А если будет сотрудничество с активом, именно с общественностью, тогда программа, которая нужна, она будет реализована, может быть реализована. Сергей Алексеевич, вы очень давно занимаетесь вот этой общественной деятельностью. Вас много? Да, достаточно много. И вот самое интересное, что об этом нигде не говорят, но активисты есть почти везде. Но они в разных условиях. В маленьких селах и в районных центрах там часто власть помогает им. В библиотеке, там, в клубе и так далее. А вот в больших городах попробуй найти место для того, чтобы собираться. Везде арендная плата, везде то, везде другое. Вот это сложность вот по площадках, которые говорили. И здесь власть должна задуматься. Спасибо большое. Сегодня, когда мы говорим о долголетии, мы говорим не столько о возрасте, сколько о том, как жить долго и интересно. Такие люди вдохновляют. Дадим им слово. В свои 70 лет Юрий Иванович Иванов стал настоящей звездой. О его благотворительной деятельности рассказывают и местные, и федеральные журналисты. Он играет на баяне, а собранные деньги отдает на нужды в детские дома. Сегодня это называется монетизировать свое хобби. Самый большой улов – 170 тысяч рублей за день. Играть на баяне обычный слесарь сначала учился сам, потом закончил курсы хорового общества. У него есть и коллектив, с которым он гастролирует. Сейчас, извините, пандемия, да коронавирус. Раньше я ходил, у нас группа была, тут с Ольгой, она руководитель, по деревням, по детдомам, по городам всяким, по Башкирии ездили с концертом. Называлось «И в старость, и в радость». У нас группа. Вячеслав Щеглинцев не считает себя пожилым, да и по новому закону до пенсии ему еще 4 года. Но он уже сейчас даст фору многим молодым. С наступлением холодов он буквально не вылезает из проруби. Любимое место недалеко от дома – Солдатское озеро в парке имени Якутова. Тренируется мужчина по 3-4 раза в неделю. Цель – выиграть соревнования и, конечно, не болеть, жить долго и интересно. Кому надоели таблетки, кто устал бегать по больницам, вот он, витамин D. Да будет свет и солнце! Доктору химических наук, профессору Марсу Сафарову 83 года. О природе Башкирии и защите шихан он может интересно говорить. Часами, с легкостью приводя научные факты и доказательства. И, кажется, совсем не уставать. Дает консультации и интервью. Физической активности сегодня, говорит, в его жизни меньше. Уже не ходит на сплавы, как раньше. Но зато много юмора и критического взгляда на мир. У меня никого не осталось близких уже, моего окружения. Вам это не понять. Мой мир обрушился, нет моего мира. Вот. Значит, единственное, чем я отличаюсь от ушедших моих друзей, просто гены такие оказались, наверное. Влюблялся я давно, и это чувство сохранил, потому что жена у меня, вот она, красавица. Это светлое чувство, любовь, она, конечно, поддерживает жизнь мужика. С другой женщины, может, я не живу столько времени. Ольга, Сергей Алексеевич, Зульфира, да, но мы понимаем, что условия пандемии не способствуют живому общению, тем более пожилых людей, да? Социальная дистанция, безопасные, и они должны быть сами по себе, ну, для соблюдения безопасности. Да. Это накладывает какие-то трудности? Да нет, я бы не сказала. Ну, нет. А как вы общаетесь? Почему? Вживую? Не накладывают. Конечно, Ну, нам нельзя выходить из дома. Нельзя выходить. Так вот, людям очень тяжело. Поэтому максимально распространяем вот эту грамотность цифровую, скажем так, максимально. Чуть ли не насильно заставляем людей подключиться к этой программе. Заставляем, чтобы они не сидели в тишине. Ну уж не насильно, но уговариваете. Да? Уговариваем, конечно, да. Уговариваем, чтобы активно. И потом... Прекрасно. Как можно своим родителям помочь в данном случае? То есть вот у меня мама обижается, что я не прихожу к ней домой, я просто боюсь туда ходить, не дай бог, вдруг что-то принесу. Я, конечно, ей звоню, каждый день мы разговариваем, но как им помочь в данном случае старшему поколению в период коронавируса? Если родители любят своих детей, они сами скажут, не надо приезжать.
Не надо, чтобы детей там еще заразить и так далее, особенно есть какие-то предпосылки. А что касается помощи, ну, у меня, допустим, дети и продукты, и все остальное привозят. Я имею в виду консультируются. психологического характера. Понятно, что купишь все. Ну, опять та же соцсеть, да? Если по WhatsApp внучок показывает, как он катается на велосипеде, как он в новой куртке гуляет и так далее, это Он же уже уже общается. разгрузка, понимаете? Он уже общается. Да, это уже общение. Вот, это надо распространять. Уважаемые гости, резюмируя наш сегодняшний разговор, да, скажите, пожалуйста, Зульфира, насколько важна активность вот в таком уже зрелом пожилом возрасте? Очень важно. Очень важно это продление жизни, продление востребованность. Именно востребованность. Востребованность. Чувствовать себя нужным да, кому-то, нужно. чему-то, для чего-то. Даже если ты пошел в какой-то кружок художественной самодеятельности, я уж так обывательски говорю, да, и если ты там какую-то роль исполняешь, ты там нужен, ты незаменим. То же самое. И опять же общение, опять же здоровье, скандинавская ходьба. Все что угодно. Все что угодно. Все, что угодно. Лыжи, двигаться. все, что угодно. Главное двигаться. Двигаться, разговаривать, заводить новые знакомства, друзей, подруг. Ну и дальше жить максимально в хороших условиях. Жить. Вот в этом явлении, которое мы сегодня обсуждаем, активное долголетие. Ключевое слово – это активное. Никто не хочет до 100 лет лежать в постели, там, чтобы за тобой убирали. Активно. Человек должен активно жить. Если он захочет, он будет. Но надо, чтобы он захотел, а не ждал, пока ему, как вы сказали, там принесут что-то на тарелочке. Если будет активным, значит, он будет долго жить. Он найдет эти активности, Он найдет. Да? Не найдет, Было бы так желание. сам создаст. Но Как вы? государство должно помогать. Безусловно, конечно. Ольга. Ну, мы со своей стороны, конечно, вообще очень даже рады, что сейчас вот такие программы. В принципе, мы и свою помощь оказываем. Конечно, да, сейчас пандемия, мы ходить не можем по бабушкам и дедушкам, которые домашние, мы их называем. Но у нас в планах был такой проект, то есть это все-таки оказывать на дому помощь волонтерскую, безвозмездную, чтобы человек знал, что к нему пришли не просто так бесплатно, там, либо платно, либо пришли именно с любовью. Но вот... Подытоживая, уважаемые гости, наш сегодняшний, непростая тема, такой разговор. Конечно, роль государства, она определяющая, она главная. Но вклад волонтеров и общественников, он неоценим, он очень нужен. Вам большое спасибо за то, что пришли, за предметный и, главное, честный разговор. Спасибо. В общем, страшно от мысли, Руслан, что никто не застрахован от деменции, что к активному долголетию, как к пенсионным накоплениям нужно уже сейчас готовиться. Слушай, на самом деле никто ни от чего не застрахован. На самом деле на все воля Божья, да. Но вот я для себя в очередной раз сегодня понял после нашей программы, что готовиться к старости нужно. И переходить нужно на щадящий режим, и отказываться от вредных привычек. И, извини меня, уже копить деньги на черный день тоже нужно. Руслан, а мне кажется, наоборот, не нужно щадящий режим, нужно активно себя проявлять, начинать ходить на танцы, в хор, изучать СММ и стать блогером. Ну вот кто так делает? Они же вдохновляют, такие люди. Слушай, Алсу, опустись на землю. Какие там танцы, блогеры и прочие активности? Если пенсии не хватает там на еду и на коммуналку, тут речь о выживании во многом идет, часто очень. Руслан, я готова помогать тем, кто хуже меня живет, но давай говорить честно. Каждый кузнец своего счастья. Вот тебе слово. Все равно старость не радость. Молодым у нас дорога, старикам у нас почет. В реальности бывает и по-другому. И бездорожье, и забвение. Честно говоря, зрелость любого общества и конкретного человека оценивается по его отношению к слабым и беззащитным, детям, инвалидам и старикам. Встретив на улице или в магазине, да где угодно, пусть незнакомого, но старого, одинокого человека, помните, что можете когда-нибудь оказаться на его месте. И если у вас есть возможность помочь ему хоть чем-то, сделайте это, даже если об этом вас никто не просит. Вам зачтется. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.